Сегодня мы поговорим о том, как общество и каждый из нас относится к тем, кто на нас не похож. Мы обсудим такие явления, как стигматизация и дискриминация. Разберем несколько примеров предвзятого отношения, в том числе к людям, живущим с ВИЧ, и сделаем выводы о том, почему такое отношение вредит каждому из нас. Давайте представим несколько ситуаций, я их буду описывать, а вы подумайте о том, как люди чаще всего относятся к их героям. Ситуация первая. В классе появился новый ученик, который занимается танцами. Что о нем, скорее всего, скажут? Нашелся танцор. Настоящие мужчины занимаются борьбой. Но кто-то подумает, какое интересное увлечение. Молодец. Вторая ситуация. На вечеринку пришла ярко одетая девушка с броским макияжем. Про нее могут сказать: в таких не влюбляются, да она легкомысленная. А кто-то решит, что у нее просто классный стиль. Третья ситуация. Пошли слухи, что у знакомого какая-то непонятная болезнь. Что о нем могут подумать? Сам виноват, надо было вести себя осторожней. С ним лучше не общаться. А кто-то спросит, чем ему можно помочь. Исторически сложилось так, что многие люди часто относятся к тем, кто чем-то отличается от большинства, с опаской и недоверием, и наделяют их негативными качествами, не задумываясь о том, действительно ли эти люди такие. Определенную роль в таком отношении играют устаревшие представления и гендерные стереотипы. И поэтому получается, что если девушка не так оделась, то она легкомысленная, а парень, который занимается не борьбой, а танцами, недостаточно мужественный. В основе такого предвзятого отношения лежит стремление людей поддержать собственное чувство безопасности при встрече с чем-то или с кем-то незнакомым и не похожим на них. Срабатывает инстинкт самозащиты. Я хороший, у меня все в норме, а вот тот, кто отличается от меня, неправильный или ненормальный. И уже не важно, каков на самом деле этот отличающийся от остальных человек. Так происходит стигматизация. Обозначение людей как плохих, опасных, недостойных уважения. Когда людей стигматизируют, их обесценивают в глазах окружающих, что наносит им большой ущерб. Жертвы стигматизации начинают верить, что они хуже других и поэтому заслуживают плохого отношения, и начинают стигматизировать сами себя. Такое происходит не только с теми, кто выглядит иначе или ведет себя вразрез с общественными нормами и стереотипами. Часто людей стигматизируют из-за особенностей их здоровья, например, из-за их болезней. В 70-е годы прошлого века в Соединенных Штатах и некоторых других странах участились случаи необычной пневмонии и онкологических заболеваний у людей, у которых было много сексуальных партнеров, а также у мужчин, предпочитавших однополые отношения. Обычные лекарства больным не помогали, люди болели и умирали. У всех заболевших резко ухудшался иммунитет, и его никак нельзя было восстановить. Этот синдром приобретенного иммунодефицита СПИД стали связывать с образом жизни заболевших. В начале 80-х годов ученые открыли вирус иммунодефицита человека ВИЧ. Его обнаружили у людей со СПИДом, в том числе у тех, кто употреблял инъекционные наркотики. Поэтому в обществе закрепилось мнение, что эта болезнь поражает только потребителей наркотиков и тех, кто неразборчив в сексуальных отношениях. За 40 с лишним лет ВИЧ-инфекцией заболели десятки миллионов людей по всему миру, в том числе в Кыргызстане. И что интересно, многие из них никогда не принимали наркотики и не имели много сексуальных партнеров. На сегодняшний день ВИЧ хорошо изучен специалистами. Совершенно точно известно, что этот вирус передается только 3 путями: через кровь, половым путем и от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. В основном люди заражаются ВИЧ половым путем. Чтобы этого не допустить, нужно использовать презерватив при каждом сексуальном контакте. А если презерватива нет, лучше воздержаться от секса. Передача ВИЧ через кровь возможна при использовании нестерильных игл и шприцев или при переливании инфицированной крови. Чаще всего заражение таким путем происходит при совместном употреблении инъекционных наркотиков или нанесении татуировок, пирсинга и выполнении медицинских процедур без соблюдения мер предосторожности. Чтобы не допустить заражения ВИЧ через кровь, следует использовать только одноразовые и стерильные медицинские инструменты. Делать пирсинг, татуировки и маникюр только там, где инструменты тщательно стерилизуют, и не употреблять наркотики.
Поэтому не стесняйтесь интересоваться у мастеров в студиях или у врачей тем, как они обрабатывают свои инструменты. Если на кожу, в рот или в глаза попала чужая кровь, например, при оказании кому-то первой помощи или во время драки разбилась губа, появилась ссадина, это место следует обильно промыть чистой водой, обработать антисептиком и вымыть руки с мылом. Сделать это нужно как можно скорее, чтобы сократить время контакта с чужой кровью. Заразиться ВИЧ или другой инфекцией, передающейся через кровь, в такой ситуации практически невозможно, однако меры предосторожности необходимо соблюдать. Если человек вовремя обнаружит у себя ВИЧ-инфекцию и будет регулярно принимать специальные лекарства, подавляющие размножение вируса в организме, он сможет прожить нормальную и долгую жизнь, работать, учиться, дружить с другими людьми, иметь семью и здоровых детей. В быту, при повседневном общении, совместной учебе, работе, занятиях спортом люди, живущие с ВИЧ, совершенно не опасны для окружающих с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции. ВИЧ не передается при рукопожатии, объятиях, поцелуях, через пот или слезы, при кашле и чихании, при использовании общей посуды, через одежду или постельное белье, при совместном пользовании ванной, туалетом, бассейном, через животных и укусы насекомых. Несмотря на то, что ВИЧ очень хорошо изучен, мифы о нем все еще широко распространены. А невежество и страх не только подпитывают предвзятое отношение к людям, живущих с ВИЧ, но и ведут к дискриминации, нарушению прав этих людей. В Кыргызстане проживает около 10 тысяч человек, у которых есть ВИЧ. Это примерно столько, сколько учеников обучается в 5 школах города Бишкек. По данным проведенного несколько лет назад опроса, 2/3 людей опасаются стать объектами сплетен, а каждый третий боится оскорблений, преследований и угроз из-за своего диагноза. Многие люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с негативным отношением со стороны членов семьи, друзей, соседей, коллег по работе, медицинских работников и даже супруга или партнера. Из-за дискриминации они теряют работу и бывают вынуждены менять место жительства. Им могут отказать в трудоустройстве и даже медицинской помощи, если узнают, что у них ВИЧ. Некоторые дети и подростки сталкиваются с дискриминацией в детском саду, школе, колледже или вузе. Стигма и дискриминация не только травмируют людей с ВИЧ, но также способствуют распространению самой эпидемии. Многие не проходят тестирование для определения своего ВИЧ-статуса, опасаясь, что о нем узнают знакомые. Будучи инфицированными, но не зная об этом, они могут передавать вирус другим. Вот результат еще одного опроса, проведенного среди жителей Кыргызстана. На вопрос, купите ли вы свежие овощи у продавца, если будете знать, что у него ВИЧ, почти 60% опрошенных ответили нет. А 45% опрошенных не хотят, чтобы дети, живущие с ВИЧ, имели возможность посещать школу вместе с остальными детьми. При этом за всю историю эпидемии не было зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ через продукты питания или при совместных играх и учебе в школе или в детском саду. Почему же до сих пор к людям, живущим с ВИЧ, относятся предвзято? В основном из-за незнания и страха. Одни не хотят общаться с людьми, живущими с ВИЧ, потому что боятся заразиться. Они все еще полагают, что ВИЧ можно подхватить так же легко, как грипп, просто находясь в одном помещении, общаясь, здороваясь за руку или сидя за одним столом. Другие по-прежнему верят, что ВИЧ — это постыдная болезнь, которая поражает тех, кто не соблюдает нормы морали. Третьи все знают о ВИЧ, но не могут побороть иррациональные страхи и держатся от людей, живущих с ВИЧ, подальше на всякий случай. А теперь представьте ситуацию, что ваш лучший друг или подруга приходят в школу и никто с ними не здоровается. Они идут по коридору, а одноклассники от них отворачиваются. Они хотят сесть за парту, а сосед говорит: «Не садись со мной». И все это только потому, что кто-то распустил слух о том, что у них ВИЧ. Как будет чувствовать себя ваш друг или подруга? Наверное, ему или ей будет очень больно, обидно и стыдно. Они будут чувствовать себя униженными и отверженными. Из-за страха потерять друзей и столкнуться с осуждением близких, лишиться работы или быть вынужденными сменить школу, люди, живущие с ВИЧ, часто скрывают свой диагноз.
По этой же причине люди, у которых есть основания подозревать у себя ВИЧ, не хотят обследоваться и начинать лечение, чтобы об их болезни не узнали близкие или соседи, друзья или знакомые. Некоторые люди, живущие с ВИЧ, столкнувшись с негативным отношением, начинают верить, что они заслужили его, что они сами во всем виноваты. Такая самостигматизация приводит к очень плохим последствиям. Люди могут впасть в депрессию, потерять мотивацию к лечению и прекратить его, что в итоге серьезно ухудшит их состояние. Вот почему закон Кыргызской республики о ВИЧ-СПИДе гарантирует людям, живущим с ВИЧ, все конституционные права, свободы и обязанности. В частности, в законе говорится, что люди, живущие с ВИЧ, имеют право на уважительное и гуманное отношение, без унижения их достоинства в связи с ВИЧ-инфекцией, на получение качественной медицинской помощи и бесплатных лекарств от ВИЧ, на добровольный анонимный анализ на ВИЧ, на реализацию своих сексуальных и репродуктивных прав, на получение образования и работу, на сохранение своего ВИЧ-статуса в тайне. При этом закон обязывает людей, живущих с ВИЧ, предпринимать меры по предотвращению передачи ВИЧ-инфекции другим людям. Такая защита прав людей, живущих с ВИЧ, нужна для того, чтобы все люди, которые хотят узнать свой ВИЧ-статус, не стеснялись этого делать, а те, у кого подтвердился диагноз ВИЧ-инфекция, как можно скорее начинали лечение и не боялись обращаться к врачам за медицинской помощью по другим вопросам. Именно раннее выявление и лечение ВИЧ позволяет уменьшить распространение вируса. А теперь давайте посмотрим видео о том, как и зачем разные люди в Кыргызстане делали тесты на ВИЧ. Биз сүйүктүм экөөбүз баш кошолу деп чечтик. Алдын ала бардык анализдерди тапшырдык. Бирок ВИЧке карата тесттен өткөнүбүздү апама айта элекмин. Бул жаңылык аны ойлондуруп чочутушу мүмкүн. Эл эмне дейт дебестен, биз өз ден соолугубузга аяр мамиле кылышыбыз керек. Буга чейин ВИЧ тууралуу ойлончу эмесмин. Университетте донорлор күнүн белгиленген тарта канга муктаж болгон адамдарга жардам бергим келди. Мен бул жерге өз статусумду аныктап жана донор болуу укугуна ээ болуу үчүн келдим. Аймактарда медициналык кызматтын сапаты төмөн. Эски жабдуулар, алар стерилизациялана алган эч ким билбейт. Мен борборго ВИЧке карата тест тапшырганы келдим. ВИЧке тест тапшыруу менин оюмда такыр жок эле. Бирок динде дене жана анын саламаттыгы адамга Кудайдан берилген аманат деп айтылат. Андыктан ар бир мусулман адам ден соолугун жакшы кароо керек. С целью привлечения внимания широкой общественности к проблеме ВИЧ и СПИДа решением Организации Объединенных Наций 1 декабря объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом. А в 1991 году американский художник Франк Мур предложил использовать красную ленточку в качестве символа надежды, объединяющего людей в борьбе со СПИДом. В том же году на концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри, солиста группы Queen, который умер от СПИДа, более 70 тысяч поклонников артиста прикрепили к одежде такую красную ленточку. С тех пор ее стали использовать по всему миру, чтобы показать свое неравнодушие к проблеме ВИЧ и СПИДа. Сегодня мы обсудили много важных и сложных вопросов. Давайте проверим, насколько хорошо вы их поняли. Какие из следующих утверждений вы считаете верными, а какие нет? Ученики с ВИЧ не должны обедать вместе с другими учениками в одной столовой. Учитель с ВИЧ может продолжать работать в школе. Люди с ВИЧ сами виноваты в своем заболевании. Если я узнаю, что у моего друга ВИЧ, я продолжу с ним дружить. Детям с ВИЧ не место в обычном детском саду или школе. Люди, живущие с ВИЧ, имеют право не говорить о своем диагнозе в школе или на работе. В завершении урока давайте посмотрим видео о Курманбеке, Айгуль и их одноклассниках. Это самая обычная школа. А это Курманбек, который учится в старших классах. Он очень добрый, веселый и хорошо играет в футбол. Но с ним никто не дружит. Мои одноклассники не хотят со мной дружить, потому что у меня есть диагноз, который их пугает. У меня ВИЧ. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека.
Вирус поражает иммунные клетки в крови, и организму становится тяжело сопротивляться болезням. ВИЧ передается через незащищенный сексуальный контакт, при использовании нестерильных игл и шприцев или через грудное молоко от матери к ребенку. А это Айгуль. Она сидит с Курманбеком за одной партой. Ей нравятся книги, которые читает Курманбек. Они слушают вместе одинаковую музыку. Но почему же Айгуль не боится общения с Курманбеком, как ее сверстники? Потому что я знаю, что ВИЧ не передается через рукопожатие, общение, объятия, общую посуду. ВИЧ нельзя полностью вылечить, но можно принимать специальные таблетки, чтобы помочь организму и жить полной жизнью. Дружить, общаться, в будущем создавать семью и растить здоровых детей. ВИЧ не мешает быть хорошими друзьями. Поэтому я собираюсь научиться играть в футбол. ВИЧ не мешает быть хорошим человеком. Будь добрее. Обсудите все, что вы узнали сегодня с родными или друзьями. Будьте добрее и оставайтесь здоровыми. До свидания.